Вы смотрите новости Нюрбинского района на канале ТРС Нюрба. Меня зовут Роман Савинов. Здравствуйте. В эти дни межрегиональная медицинская экспедиция «Волна здоровья» проводила полное обследование населения в отдаленных наслегах Нюрбинского улуса. Цель экспедиции – полное медицинское обследование населения, оказание адресной помощи детям, страдающими хроническими заболеваниями, а также консультирование родителей и участковых врачей. Жители Нюрбинского улуса получили специализированную возможность получить на месте бесплатно пройти медицинское обследование. В экспедиции приняли участие ученые, ведущие специалисты из Санкт-Петербургского педиатрического университета, а также узкие специалисты республиканских медицинских учреждений – эндокринолог, терапевт, невролог, врач УЗИ. Всего приняли участие 12 врачей. Напомним, что такая экспедиция в Нюрбинском улусе побывала уже второй раз. Первая акция была организована в 2014 году. Приезжать сюда уже в составе расширенном, может быть даже с хирургами, с малой операционной, чтобы проводить какие-то операционные мероприятия, операции у детей, обследования более глубокие и тем самым помогать местному населению. Потому что мы понимаем, что отсюда и выбраться далеко, и иногда и дорого, и не все родители на это способны, но мы должны помогать детям. Масштабный социально-образовательный тур 3 вузов республики под названием «Образование плюс культура» начался с Аймеконского улуса. Выездная делегация посетила и Нюрбинский район. В рамках социально-образовательного проекта с участием Якутской государственной сельскохозяйственной академии, Арктического государственного института культуры и искусств, а также Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта провели ряд мероприятий для населения, главным образом для молодежи, будущих студентов. На базе Антоновской и Мархинской средних школ были организованы встречи, консультации для учащихся 10 и 11 классов, где были предоставлены интересующие информации о правилах приема и подачи документов, а также презентации вузов для выпускников. Кроме этого, ректора 3 вузов подписали договор о сотрудничестве с главой Нюрбинского района, были организованы встречи с представителями управления образования, сельского хозяйства, культуры и спорта, с директорами школ и работниками, а также с населением района. Но отрадно, что этот проект нацелен на выпускников наследных школ, он носит профориентационное направление. И очень актуально то, что вот с выпускниками встретились сами ректора данных ведущих вузов. Ну и по итогам этого форума были приняты такие важные решения, например, открытие спортивного класса училища Олимпийского резерва Чурапчинского института, а также был проведен круглый стол с ректором сельскохозяйственной академии Слепцовым Иваном Ивановичем, с директорами агрошкол, где также были определены насущные проблемы развития сельского хозяйства в наслегах района. Потребительская кооперация в Нюрбинском районе отмечает в этом году 100-летний юбилей. В связи со знаменательной датой недавно был проведен конкурс «Лучший пекарь». Данный конкурс проводится с целью улучшения качества производимой продукции, разнообразия хлебобулочных и кондитерских изделий, привлечения к хлебобулочному производству молодых специалистов. Отрадно отметить, что на конкурсе приняли участие и представители из отдаленных наслегов. Участники конкурса соревновались в 3 этапах. Из умелых рук профессионалов создавались вкусные, красивые пирожные, румяные и ароматные булочки и пироги. Жюри помимо вкусовых качеств оценивало оригинальность исполнения, форму и сложность. Также были учтены такие факторы, как соблюдение технологий приготовления, форма одежды участников и как организовано рабочее место. Вот такой конкурс, во-первых, сплачивает наш коллектив, и они между собой обмениваются опытом и устанавливают, как говорится, забытые связи, которые вот раньше были. Вот этот конкурс проводится первый раз. В городе Нюрба состоялось торжественное открытие современного каменного здания детского сада Сардана на 50 мест. В
Строительство столь значимого объекта началось с марта 2018 года в рамках программы «Движение добрых дел. Моя Якутия в 21 веке» и по программе социально-экономического развития Нюрбинского района с участием публичного акционерного общества «Алроса Нюрба». Для комфортного пребывания в садике в каждой группе есть раздевалка, игровая, спальня, буфетная и туалетные комнаты. Новое здание полностью оснащено и оборудовано современной техникой. Глава района Алексей Иннокентьев выразил благодарность за качественные строительные работы генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Туймада Владимиру Васильеву. Кроме этого, пожелал и творческих успехов, процветания коллективу детского сада Сардана. Знаменательное событие в честь новоселья продолжился концертом воспитанников детского сада. В этом году мы также планируем, несмотря у нас еще 20 детских садов, мы планируем еще 5 объектов. Это у нас вообще получается год урожайный в этом году. Это детский сад в селе Малыкай, детский сад в селе Нюрбачан. И на осень тоже мы планируем в селе Мар, но пока этот вопрос решается. Это по линии республиканского движения «Моя Якутия в 21 веке». Ну и за счет муниципальной программы это будет детский сад в селе Кюндядя и в селе Дикимдя. Так что нам создают условия, а наша задача педагогов и вообще руководителей образовательной системы это поддержать это движение и реализовывать актуальное дошкольное образование в наших условиях. В селе Мальжигар Нюрбинского улуса также открылся новый каменный детский сад на 50 мест со всеми удобствами, отвечающими современным требованиям. Открытие нового детского сада стало настоящим праздником не только для родителей и педагогов, но и для всего села. Строительство дошкольного учреждения в селе Мальжигар началось с 2014 года в рамках движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» и по программе социально-экономического развития Нюрбинского района с участием ПАО «Алроса Нюрба». Подрядчиком выступила компания «Стройимпульс». С проектированием объекта занималась компания «Росстройпроект». Общая сумма строительства составила более 62 миллионов рублей. Новый каменный двухэтажный детский сад, рассчитанный на 50 мест, полностью благоустроен и оснащен новейшей техникой. В дизайне детского сада использован национальный колорит. Есть душевые кабинки, просторные вестибюли. В учреждении функционирует современный пищеблок. Имеются игровые комнаты, уютные спальни, со вкусом расставлена современная мебель. В нашем Нюрбинском районе функционирует 33 дошкольных учреждения, и на селе это новое здание детского сада Мальжигар является приоритетным, и оно находится отдаленно от города Нюрба в 90 километрах, и каменный вариант здания очень импонирует нашему развитию дошкольного образования в Нюрбинском районе. В селе Кюндядя традиционно состоялся зимний рубеж на Кубок Поршня 2018. Для любителей внедорожного спорта в нем приняли участие 14 экипажей из Намского, Сунтарского, Вилюйского и Нюрбинского районов. Участники соревновались на 5 этапах, начиная от оформления, заканчивая суперэкстримом. Самое интересное было то, что в этом году приняли участие экипаж девушек Барс. По итогам конкурса победителем стала команда навигаторов внедорожный клуб «Легион Нюрба». Второе место заняла также команда внедорожного клуба «Антигелик». Победители прошлогоднего Кубка Поршня команда «Автобес» Сунтарского района вышла на 3-е место. Во второй раз проводится Кубок Поршня. На этот раз участвовали 14 команд, значит 14 машин, 2 человека в одном экипаже. Цель соревнования мы хотели узнать в последнем этапе Супер Экстрим, кто лучше, какая машина лучше, отечественная или иностранная. И мы убедились, что отечественная машина победила в этом конкурсе. Первые, вторые места заняли наши отечественные машины. Нюрбинским комитетом охраны природы вновь выявлены нарушители режима особо охраняемых природных территорий в ходе совместного рейда с ОМВД Российской Федерации по Нюрбинскому району. На территории ресурсных резерватов Тюкан и Сукджар на территории ООПТ было проверено 15 автотранспортных средств. Также в ходе контрольно-рейдовых мероприятий было составлено 9 административных протоколов в отношении граждан Мирнинского района по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть за нарушение установленного режима ООПТ. Данным гражданам грозит административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
Итогом рейдовых мероприятий на территории Опыта Сюгджар было составлено 9 административных протоколов на граждан, которые тоже не имели соответствующих документов и находились на территории Опыта. На граждан от 3000 до 4000 административный штраф. Таковы наиболее интересные события уходящей недели. Подписывайтесь на наш канал. До встречи через неделю.